Добрый день, уважаемые участники республиканского профессионального конкурса Коми Велодыш. Видеооланы Дона Йортьяс. Пожалуйста, обозначьте в чате, кто с нами сегодня присутствует. Кто услышит эту информацию, которую мы сегодня хотим передать по организации конкурса. Напишите, пожалуйста. Сегодня с вами работают методист лаборатории развития этнокультурного образования Анна Ивановна Игушева и исполняющая обязанности заведующего лаборатории развития этнокультурного образования Светлана Семеновна Мусанова. Юлия Николаевна Видяоланлыт. Видяоланлыт. Дорогие участники, кто с нами? Напишите, пожалуйста. Надежда Айфаловна, видите и слышите ли вы нас? Спасибо. Доброе утро. Пока мы видим двоих участников, пожалуй, начнем. Надеемся, что остальные наши конкурсанты подключатся, либо же посмотрят вебинар в записи. Начнем с того, что мы хотим поздравить наших дорогих участников. Наконец-то наш республиканский конкурс состоится. Состоится он с 16 по 18 сентября. Обращаем ваше внимание на площадку, на которой будет проходить наше мероприятие. Это Дом дружбы народов. Уважаемые коллеги, давайте не будем друг друга путать и запомним, что мы все приходим 16 сентября на Ленина 74, второй этаж, Дом дружбы народов. Мероприятие наше открывается в 10 утра. Предварительно необходимо будет подойти и пройти регистрацию. Закрытие также в Доме дружбы народов. Итак, начнем по порядку. Начнем с открытия. Как я уже сказала, регистрация откроется с 9 утра. Необходимо будет подойти, обозначить себя, взять папочку, которую мы подготовим для конкурсантов. Сразу же оговоримся по сопровождающим. Если в сопровождающих есть необходимость, то они могут к нам приехать. Если вы планируете провести визитную карточку, в которой также будут задействованы ваши коллеги, друзья, знакомые, в сопровождающих мы отказывать не будем. То есть необходимость приехать человеку и поддержать вас, пожалуйста. Но давайте сразу оговоримся по количеству участников. Министерство образования, науки и молодежной политики говорит о том, что их должно быть не более 2. Если в каких-то крайних случаях должно быть 3, хорошо, пусть их будет 3, но не более. Это может быть также группа поддержки, которая будет сидеть в зале, болеть за вас, наблюдать за вами, переживать вместе с вами. Сразу, пожалуйста, даже запишите себе, что необходимо будет взять с собой масочку. При возможности также перчатки. То есть мы будем соблюдать масочный режим. Конечно, если вдруг вы не возьмете с собой маску, мы очень надеемся, что в Доме дружбы народов вам ее выдадут. Также придется соблюдать дистанцию между людьми, между участниками. То есть кресла будут расставлены таким образом, чтобы соблюдать все необходимые требования, которые выдвигает Роспотребнадзор. Также нам сказали о том, что в зале нас должно быть не более 40 человек. Поэтому нам придется как-то соблюдать этот регламент. И будем собираться в таком режиме, в каком дают установки вышестоящие наши учредители. Итак, первый конкурсный день, первое конкурсное испытание – это визитная карточка. Визитную карточку вы представляете, и исходя из того, как вы ее запланировали, по регламенту
должно быть не более 15 минут. Есть в Доме дружбы народов костюмерные. Если есть необходимость переодеться, конечно, помещение отдельное будет предоставлено. Можно будет переодеться. Там же могут переодеться ваши коллеги, которые будут задействованы в визитной карточке. Если есть потребность в каких-то атрибутах, которые невозможно привезти с собой, пожалуйста, большая просьба говорить об этом заранее, чтобы мы подготовились, мы нашли, мы принесли, привезли. Если везете с собой, то замечательно. После визитной карточки нас с вами ожидает обед. Мы пообедали и приступаем к конкурсному испытанию. За свой счет. Да, сразу оговоримся, что обед у нас за свой счет. Все точки общепита, которые можно будет посетить, будут указаны в бюллетене. Вы его получите вместе с папочкой. Собственно, здесь, в самом конце, адреса точек общественного питания все обозначены. Город у нас маленький. Если есть сомнения, что вы найдете, где они находятся, всегда можно спросить у организаторов, мы подскажем. 16 сентября в этот же день вас ждет конкурсное испытание «Круглый стол» Гаграспыза. Анна Ивановна, подскажите тему круглого стола. Чужанкывит, черный тыганола. Да, тема круглого стола можете также себе обозначить, зафиксировать. Чужанкывит, черный тыган ола. Комикывила, черный слова. И как осталось. То есть все вопросы, которые будет в рамках которого будет вести дискуссия, будут посвящены этой теме. Подумайте, о чем бы вы хотели сказать, какие бы проблемные вопросы в рамках данной темы вы могли бы поднять и хотели бы озвучить. То есть в идеале должна будет получиться интересная дискуссия. Ведущей круглого стола в этом году выступит Инесса Николаевна Орел, директор издательского дома «Коми». Я думаю, что все вы ее знаете. Мы будем надеяться на вашу активность, на вашу заинтересованность и на ваше желание и стремление показать, что вы владеете коми-языком, вы заинтересованы в данной проблематике и готовы высказать свою точку зрения на данную тему, может быть, даже где-то поспорить, но в рамках, понятно же, доступного и возможного. На этом наш первый день заканчивается, 16 сентября. Переходим ко второму дню. Пожалуй, он будет для вас самым сложным, самым серьезным, поскольку здесь именно конкурсное испытание урок – это то испытание, которое дает вам возможность продемонстрировать все ваши профессиональные качества. Жюри увидит, как вы взаимодействуете с детьми, как вы владеете материалом и как вы даете тему, которую выбрали, и реализовываете в конкретном классе. То есть цель урока должна быть реализована. Здесь в качестве рекомендации можно вам посоветовать подготовить технологические карты урока, которые можно будет дать членам жюри. То есть вы ведете урок, у членов жюри перед собой лежат ваши технологические карты урока, в которых вы отражаете тему, цель, задачи, планируемые результаты и непосредственно ход урока. Что вы делаете с детьми на каждом этапе. Можно до 16-го, да? Это, да, данные технологические карты урока мы лишь можем вам рекомендовать, то есть времени остается не так много, поэтому есть возможность подготовить. Пожалуйста, подготовьте и 16 числа нам отдайте, чтобы мы передали членам жюри 17 числа. Но это не обязательно на ваше усмотрение. По крайней мере, будет у жюри возможность увидеть, к чему вы стремитесь и какие результаты вы планируете достигнуть. И будет с чем сравнить. То есть реальный урок, который они увидели, и урок, который вы отразили в технологической карте. Сразу оговоримся, что касается учителей. У нас 8 участников, соответственно, будет 8 уроков.
Понятно, что один за другим мы уроки дать не можем, они будут идти в параллелях. То есть у нас уроки будут идти в 2 параллелях. Еще такой момент. Будет расписание, которое мне отправит завуч, а я отправляю его вам. В расписании будет указано время вашего урока. Большая просьба, не приходите заранее, за 2 урока вперед. Не надо создавать этой толкучки. Это будет не то чтобы неправильно, а не будем создавать вот какую-то напряженную обстановку. То есть гимназия настраивает нас так. Есть расписание, есть урок, учитель подошел, дал урок, ушел. Второй урок. Учитель вышел, дал урок, ушел. То есть толпы в гимназии мы не создаем. В гимназию вы приходите по одному, без сопровождающих. Где находится гимназия, я думаю, что вы заранее узнаете. Если не знаете, как доехать, пожалуйста, позвоните, спросите. Необходимо кого-то встретить, пожалуйста, сообщите, для того, чтобы мы вас встретили. Там все не очень просто. К ним, чтобы попасть, это надо пройти через, можно сказать, лабиринт. Поэтому телефоны есть. Я могу еще раз написать вам свой телефон, поскольку в гимназии буду я. И чтобы никто не потерялся и не было никаких заминок, давайте все-таки информацию передавать оперативно. Также, что касается уроков. Если необходимо какое-то оборудование, уважаемые коллеги, большая просьба, передавайте информацию также заранее, чтобы мы хаотично не бегали 17 числа по гимназии и не искали вам что-то такое, чего в этом классе нет. Пока то, что мы увидели в ваших потребностях, это проектор. Проектор в классе стоит для того, чтобы показать презентацию. Есть еще необходимость в чем-то, обязательно обозначьте. Контакты учителей я вчера всем дала. Я надеюсь, что вы все созвонились с учителями, все обговорили, все, что касается класса, темы, еще каких-то, может быть, тонкостей и нюансов. Пожалуйста, если есть какие-то еще вопросы, вот сейчас работает чат. Я вижу, что в чате сидят 2 человека, но если кто-то подключается, пожалуйста, пишите свои вопросы прямо сейчас. Мы готовы с Анной Ивановной на них ответить, потому что времени остается очень мало. И чем ближе будет подходить конкурс, тем волнение будет возрастать, и какие-то моменты мы просто можем упустить. Это касается не только вас, это касается и нас как организаторов. Поэтому давайте друг друга немножко разгрузим до конкурса и как-то все красиво подготовим. Что касается воспитателей, 14 сентября с вами выйдет на связь также Зоя Васильевна Остапова. Пожалуйста, если у вас есть какие-то свои также пожелания по занятиям, которые вы проводите с детьми, их обозначьте Зое Васильевне. То, что собрала Анна Ивановна, мы передали в 8-й садик в Ильгард, и они, в принципе, готовятся и также вас ждут. Сразу скажу по воспитателям, что занятия у вас будут проходить в музыкальном зале. То есть неважно, проводите ли вы физкультурные занятия, обычные занятия или еще какие-то у вас свои потребности. У нас будет работать онлайн-трансляция, то есть устанавливается оборудование, оно будет зафиксировано и перемещаться из физкультурного зала в музыкальный возможности не будет. Жюри будет сидеть в кружку. Да, чтобы вы понимали, да, на площадках, которые работают в этот день, на них присутствуют только участники и только организаторы. Кто будет в детском саду, я пока вам не могу сказать, вопрос решится на следующей неделе в начале, а в гимназии буду с вами я. Жюри будет присутствовать и смотреть, наблюдать за вами в режиме онлайн в КРИРО, в институте. Что касается уроков. Урок длится 35 минут. Вы его закончили, дети вышли, вам включили звук, вам поставили стул, вы сели, провели самоанализ своего урока. То есть вы заранее готовите, да, текст своего выступления. Вы не говорите своими словами. То есть, конечно, если вам удобно говорить своими словами, ради бога. Если вы
волнуетесь, да, и у вас еще не отошел ваш эмоциональный заряд от урока, конечно, лучше подготовить заранее, можете заранее читать. То есть в самоанализе вы обязательно должны отразить цель, задачу урока, что получилось, что не получилось, то есть сами себя анализируйте. Что вы заметили, все ли этапы соблюли, может быть, какие этапы пришлось переставить, может быть, вы стали понимать, что времени вам не хватает, и вы от чего-то отказались. То есть вы должны себя качественно проанализировать. Затем, после того, как вы выступили, вам задают вопросы члены жюри. Тоже здесь большая просьба: не теряйтесь и не молчите. В тех экспертных листах, которые получат жюри, будет отдельный пункт, как вы вели себя на самоанализе. То есть если вы дали урок идеально, а на самоанализе вы растерялись, конечно, вы потеряете баллы. Юлия Николаевна, 35. Урок 35 минут и 10 на самоанализ. Все, в гимназии урок закончился. Урок закончился, быстро заходит второй участник. Готовится, и заходят дети, мы даем следующий урок. Вы идете по расписанию, и расписания, конечно, еще нет, но как мы предполагаем, что вы в расписании будете идти друг за другом. То есть провели урок родной литературы, вышли, через 40 минут заходит следующий участник, готовит аудиторию, готовит класс, готовятся дети, все, начался следующий урок. Мы все работаем в режиме онлайн, заминок не должно быть. Потому что все-таки не надо подводить других учителей, они тоже будут в соседнем кабинете сидеть, волноваться, тоже переживать, как их урок сложится. Поэтому делаем все оперативно. Вопросов жюри будет немного, но на них надо отвечать тоже точно, без каких-то сомнений. И, пожалуйста, не волнуйтесь и отвечайте четко и уверенно. Много говорить вам не дадут, то есть буквально на 5 минут максимум. Вы дали уроки, вы вышли из класса и покинули гимназию. По поводу конкурсного испытания урок, все ли понятно? Потому что если есть вопросы, лучше задавайте, либо звоните после того, как вы посмотрите вебинар. Потому что это одно из самых трудных испытаний. Звоните учителям, которые с вами работают, звоните организаторам. И я говорю, что лучше подготовить, конечно, технологическую карту урока. На русском, на каком языке, как вы даете предмет, так вы можете ее и подготовить. На родном языке, либо на государственном, на русском языке. Таким образом, 17 сентября у нас заканчивается второе конкурсное испытание. Мы переходим к третьему. Это мастер-класс. Сразу также оговорюсь, что у нас мастер-класс не в институте, а в Доме дружбы народов. Поэтому планируйте проведение мастер-класса с учетом возможностей Дома дружбы народа. Смарт-доски и каких-то, может быть, еще атрибутов там может не быть. Поэтому продумывайте все заранее. Спрашивайте у нас. Мастер-класс рассчитан на 15-20 минут. Если нужна фокус-группу составим мы, как организаторы, и можно будет также попросить участников посидеть с фокус-группой, быть в качестве фокус-группы. Мастер-класс у нас заканчивается, мы опять идем на обед, обедаем. После обеда у нас наконец-то жюри подводит итоги, и в 3 часа мы заканчиваем торжественно наш конкурс. В 3 часа закрытия, ориентировочно до 5 мы заканчиваем наше мероприятие. По поводу костюмов, согласно положению, необходимо быть в национальном костюме. Если нет возможности найти национальный костюм, также сообщите, пожалуйста, об этом, что вы, например, придете в своем костюме.
Но по положению в этом году мы утверждали именно наряд в стиле этно. Что мы еще вам не сказали? Если по конкурсным испытаниям все понятно, тогда что касается сценария нашего мероприятия, в этом году у нас будет сопровождать новый ведущий, и у него была большая просьба к вам дать небольшие сведения о себе для заполнения сценария. Поскольку она вас не знает, а ей необходимо будет вас представлять, большая просьба, те, кто еще не представил информацию о себе, напишите, пожалуйста, в двух-трех предложениях, на каком языке, который бы наш ведущий мог озвучить. Может быть, вы победитель призер в каких-то республиканских, всероссийских мероприятиях. Может быть, вы организовываете, проводите с детьми какие-то интересные мероприятия, ведете какой-то кружок в школе по родному языку, имеете еще какие-то успехи. Можете дать какие-то сведения про свое хобби, я не знаю, вы любите природу, ходите в лес, шьете, вышиваете. То есть любая мелочь, но тем не менее она будет давать представление о вас, как о человеке, о педагоге. Поэтому большая просьба сегодня, крайний случай в понедельник, напишите, пожалуйста. А те, от кого мы не получим, тогда придется вам звонить и просить от вас такую информацию. Анна Ивановна. Я вижу, что у нас вопросов никаких нет. То есть еще раз для закрепления, что мы проводим наше мероприятие 2 дня, 16 и 18 в Доме дружбы народов. Мы соблюдаем масочный режим, мы соблюдаем дистанцию. Сопровождающие вдвоем, если есть такая необходимость. Очень крайняя необходимость втроем, но и то для того, чтобы красиво представить свою визитную карточку вы хотите, например, да? Поэтому берете 3, но не более. Ну, на закрытии можно, наверное, до 2. Да, и на закрытии, если в закрытии нужна лишь только группа поддержки, тогда только 2. Давайте не будем злить Министерство образования, не создавать непонятную обстановку, то есть берем с собой 2. По поводу урока гимназии все понятно. И еще такой момент. 15 сентября в 3 часа мы, организаторы, идем в Дом дружбы народов вести подготовку к мероприятию, которое нас ждет на следующий день. Поэтому если у кого-то большая потребность прийти, проверить свою презентацию, музыкальное сопровождение, посмотреть зал, прочувствовать ту аудиторию, в которой вы будете работать, пожалуйста, приходите 15 числа в 3 часа дня в Дом дружбы народов. Где-то 4. Да, где-то час мы там будем оформлять все сцену, мы там будем тоже готовиться, поэтому у вас есть час для того, чтобы прийти и посмотреть, где будет все проходить. Это для тех участников, которые приехали в город заранее или планируют для того, чтобы еще немножко подготовиться. Я вам сразу говорю еще раз, что расписание я вам отправлю ваших уроков, вашу последовательность. За это вы можете не переживать. Все это вы получите, наверное, даже уже сегодня. Поэтому урок, наверное, будет самым тяжелым испытанием для вас. Изначально мы вас готовили к несколько иным испытаниям, поэтому мы вас тоже очень хорошо понимаем, что настрой у вас был на другое, но Министерство образования решило, что представить урок, как он есть, это, пожалуй, главное, что может показать учитель как учитель. То есть свое педагогическое мастерство показать именно на детях в реальном образовательном процессе. Дорогие участники, может быть, у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, в чат. Мы здесь, мы ответим. Не все могут дозвониться почему-то к нам.
Запишите, пожалуйста, телефоны 88 212 28 60 11, внутренне 313 345. Светлана Семеновна и Яна Ивановна. На следующей неделе будет Зоя Васильевна. Зоя Васильевна, может быть, тоже позвонить и все моменты обсудить. Я вижу, что у нас вопросов нет. Дорогие участники, мы на самом деле хотим вас еще раз поздравить с этим большим ярким событием в вашей жизни. Вы уже лучшие, вы профессионалы своего дела. Наша компетентная жюри отметила ваши работы, отметила ваш профессионализм, поэтому вы предстанете на очном этапе конкурса. Мы будем за вас болеть, переживать. Вы профессионалы, у вас все получится, поэтому волнение оставляем в стороне, все будет хорошо. Все вопросы мы решим до начала конкурса, поэтому еще раз большое спасибо, что вы с нами, что буквально 16 сентября мы наконец-то друг друга увидим и будем за каждого из вас переживать и болеть. Всего доброго и на связи до 16 сентября.